В прошлом году из Турции привлечено более 93 миллионов долларов, а объем прямых инвестиций, которые были привлечены за годы независимости, составил более 600 миллионов. Такие цифры озвучил глава государства Сооронбай Жээнбеков на кыргызско-турецком бизнес-форуме, отметив, что инвестиционное сотрудничество между странами поступательно развивается. Форум является еще одним шагом, укрепляющим сотрудничество предпринимателей двух государств. На нем президент призвал инвестировать турецких предпринимателей в крупные проекты Кыргызстана. Ведь для инвесторов в стране созданы благоприятные условия. Какие сферы интересны турецким предпринимателям, узнавала Джибек Шаршенбиева. Двери Кыргызстана всегда открыты для турецких партнеров, сказал Сооронбай Жээнбеков на кыргызско-турецком бизнес-форуме, отметив, что инвест-сотрудничество между странами развивается поступательно. Мы заинтересованы в углублении и расширении многостороннего сотрудничества с вами, заявил президент, и призвал турецких предпринимателей инвестировать в крупные проекты страны. Также увеличение товарооборота между странами. Президент отметил, что в беседе с главой Турции были обсуждены возможности увеличения товарооборота между странами от 400 миллионов до 1 миллиарда долларов. А для этого необходимо создавать соответствующие условия для инвесторов. Упрощена регистрация бизнеса. На это уходит не более 3 дней. Новые предприятия освобождены от налогов сроком на 3 года. Введен 2-летний мораторий на проверки. У нас, к примеру, налог на добавленную стоимость составляет 12%, налог на прибыль и подоходный налог по 10%. Также промышленные предприятия, открываемые в дотационных регионах, освобождаются от уплаты подоходного налога, налога с продаж, налога на землю и на имущество сроком от 5 до 10 лет. Ну а для местных предприятий по переработке сельхозпродукции налог на НДС сокращен на 80%. В Кыргызстане тарифы на электроэнергию самые низкие. Цена на нее для юридических лиц составляет около 2 сома 24 тиена, а для физических лиц всего лишь 77 тиена. Также Кыргызстан является членом ИАС и обладателем статуса ВСП+, а также у нас создан институт бизнес-омбудсмена. Президент, выступая, заявил, что открытие гостиницы с мировым известным брендом «Шератон» позитивно скажется на развитии туризма в стране. Так, в этом зале собрались те, кто вносит огромный вклад своим честным трудом в развитие наших стран. Среди них есть и компания «Мыстачоглу», которая за четверть века смогла внести большой вклад в строительство торгово-развлекательных центров. Son 6 yılda dost ve kardeş ülke Kırgızistan'daki yatırımlarımızla devam etmektedir. Мы последние 6 лет вносим большие инвестиции в страну. Так, в 2013 году мы построили торгово-развлекательный центр «Бишкек-парк». Следом же была открыта «Бишкек-резиденс». Вот теперь мы открываем двери отеля международного уровня «Шератон». Думаю, что открытие отеля также способствует прибытию международных брендов в Кыргызстан. К слову, объем прямых инвестиций, которые были привлечены за годы независимости из Турции, составили более 600 миллионов долларов. А в прошлом году из этой страны удалось привлечь более 93 миллионов. Привлечение таких внушительных сумм можно объяснить тем, что бизнесменов этой страны в Кыргызстане привлекает то, что государство всегда поддерживает инвесторов и создает для них благоприятные условия. Для нас Кыргызстан не чужая страна, а братский народ, говорит Али Ихсан Атар, управляющий торговыми центрами в Стамбуле. Fabrika açığı var. Mesela inşaat yapılıyor. В Кыргызстане созданы самые лучшие условия для ведения бизнеса. Поддержка со стороны государства, низкие налоги. Но существует одна проблема – это низкая информированность об инвестиционном потенциале Кыргызстана в нашей стране. На сегодня много таких турецких бизнесменов, которые ищут, куда бы вложиться. И если бы Кыргызстан проводил такие бизнес-форумы не только у себя, но и в Турции, то можно было бы привлечь еще крупных инвесторов. Ну а мы в скором времени начнем реализовывать новые проекты в различных сферах. Ну а Любовь Ардамина работает в трикотажной отрасли 1996 года. Начинала свой бизнес со старых машин, но позднее, посетив международные трикотажные выставки, она поняла, что ее товар, выпускаемый с этих машин, не конкурентоспособный, после чего она начала искать поставщиков оборудования. В этом вопросе ей помогли ее турецкие коллеги. Теперь производство выпускает до 30 тысяч единиц в год. Я остановилась на турецкой фирме «Титаж», которая поставила вот эти японские вязальные машины к нам в страну. Это была первая японская вязальная машина на территории Казахстана, Киргизии, Таджикистана. И на сегодняшний день у нас уже около 30 предприятий имеют такие вязальные машины. На сегодняшний день мы сотрудничаем с Россией
выпускаем продукцию для сетей российских и используем это вязальное оборудование. Но научили его использовать, и первыми учителями вообще в новой технологии именно были турецкие предприниматели. Участники форума отметили, что мероприятие откроет новые возможности для сотрудничества в различных отраслях и для достижения взаимовыгодных соглашений, придавая импульс росту объема инвестиций. Напомним, что ранее на встречах глав Кыргызстана и Турции была достигнута договоренность о постоянном увеличении товарооборота между странами и привлечении инвестиций. Жибек Шишембиева, Нурдан Гарпеков, Пирамида.